Ровно в 8 часов утра 15 марта открылись все избирательные участки в нашей стране, всей России. И каждым субъектом мы отстояли будущее своей Родины, ее процветание, благополучие, интересы и безопасность. Ингушетия традиционно вместе со своей страной проявила гражданскую ответственность. Об этом говорит высокая явка избирателей. Более 87% жителей республики приняли участие в выборах, голосовали за 4 кандидатов: за действующего президента России, самовыдвиженца Владимира Путина, победителя по итогам выборов, отдали 89,61% голосов, за Николая Харитонова 3,72%, за Владислава Даванькова 2,45%, за Леонида Слуцкого 2,82%. В республике выборы традиционно проходят на хорошем организационном уровне, и эти выборы не исключение, потому что вот та подготовительная работа, та помощь и содействие со стороны и руководства республики, и органов государственной власти, и органов местного самоуправления. Все это дало свои плоды, и мы смогли в таком на хорошем уровне организовать и провести такое масштабное, ответственное мероприятие, как выборы главы государства. Свой осознанный выбор сделал и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Руководитель региона проголосовал на избирательном участке под номером 903 в родном городе Сунжа. Махмуд Али Калиматов посетил избирательные участки в отдаленных сельских поселениях, городах и районах республики. Встречался с избирателями, которые пришли на участки выполнить свой гражданский долг. Мы же избираем президента страны. Президент страны – это ближайшие 6 лет человек, который будет определять нашу жизнь, нашу политику, внешнюю, внутреннюю, следить за тем, чтобы те проекты, нацпроекты, которые реализовались бы, много вне пределах, по внешнему контуру вопросы есть, да, и президенту придется их решать. Жители республики сделали свой выбор в первую очередь сердцем, голосовали за стабильность, за дальнейшее развитие нашей большой страны. Выбор стал за стабильность и за победу. Мы знаем, о чем мы говорим, поэтому во всех отношениях надо идти вперед. Уже путь начался, просто этот путь надо заканчивать. Во всех избирательных участках были созданы все необходимые условия, чтобы жители республики могли спокойно прийти и проголосовать. Высокая явка – результат доверия президенту России. Жители республики прекрасно понимают, как много удалось сделать в Ингушетии благодаря помощи федерального центра. В республике традиционно выборы прошли самосознательно. Выборы в республике Ингушетии президента Российской Федерации завершились. Завершились они успешно. Каких-либо нарушений, которые могли бы так или иначе влиять на результаты выборов, в Ингушетии не зафиксированы. Хочется выразить огромную благодарность жителям республики, принявшим участие в этом важнейшем, на мой взгляд, мероприятии, которое прошло у нас в республике, так же, как и во всей России. Еще раз спасибо вам. Самого доброго. Будем надеяться дальше, что мы будем также активно содействовать вновь избранному президенту в претворении его программ, его деятельности, особенно в такое сложное время, которое мы переживаем. Российской Федерации без помощи федерального бюджета это мы не смогли бы вот так выстроить и провести вот такие экономические и социальные планы изменения. Это радует и наших граждан, избирателей, поэтому была вот такая активность. Да, действительно, голос они отдали за сильного президента. Это нам сулит и завтрашний день, потому что в этой сложной ситуации это важно, что мы доверили Владимиру Владимировичу Путину, его вновь избрали, и мы можем очень надежно смотреть в будущее.
Выборы были честными, прозрачными и прошли на высоком организационном уровне. Это подтверждают общественные наблюдатели, представители политических партий и общественные деятели. Выборы прошли на хорошем организационном уровне. Все структуры республики хорошо работали. Мне привелось побывать на многих участках во всех районах, так как я за свою партию, за своего кандидата болел. Но хочется поблагодарить и избирателей, которые активно пришли и проголосовали за своих кандидатов. Это было единение, это было большое дело и для республики, и для России в целом. В целом республики активно участвовать ряд Тхотхож, исламский институт, коллектив Хейгорхож, Масара, студенты, дикки участвовать ряд качество сиан вахахану в школе, таган терком баждак, кандидат фиqi баригиш достойный бар, это более достойный вар чакван Путин. Программа националистическая маждуатыш, буслумнага пейдни далыш, буслумнага таган Сирия, Иракир, цан нетсбеш, цан ноуслдеш, Палестина буслумнага эггир позиции дикега хар, бытыжнага yok цан дальнейшей государственность, Хаваш юлит царь, низмби, российский государство, маря цакка царя, доглазыш царя, бытияхаш. Так война российское государство чебахчан, богояни хачис беженцы. За ходом выборов 3 дня с 8 утра до 8 вечера следили и в общественном штабе наблюдения за выборами республики. Нарушений также не выявлено. Выборы прошли чисто и честно. Мы видели, как народ с каким воодушевлением шел на выборы. Все-таки еще раз хочу повторить, что для ингушей воскресенье это, как и признано, выходной день. И люди настроили себя, что в воскресенье очень большой поток был. Отработали на всех избирательных участках корреспонденты национальной телерадиокомпании «Магаз», а волонтеры следили за ходом проведения выборов на всех УИКах республики. Работали мы все 3 дня в целом, делясь на 3 группы, выезжали на места проведения выборов, осуществляли работу, следили за тем, чтобы выборы в целом проходили легально, избирательные права участвующих не нарушались и все было в целом законно. С рекордным результатом и высокой явкой президент России Владимир Путин идет на новый срок. Россияне верят в своего лидера, который все эти годы доказывает, что Россия самая сильная держава и нас ждет великое будущее. Рина Сычуева, Султан Булгучев, Магаз 24.